В Марийском крае, позже в Республике Марий Эл, марийский народ всегда отличался своим трудолюбием. Когда мужчины были заняты своим делом, женщины находили для себя свое любимое занятие. Они вышивали, вязали, ткали. Все женщины моей героини, мама, тетя, бабушка, все, так же, как и многие другие женщины Мари, вязали, ткали, вышивали. Так наша героиня с детских лет научилась вязать, шить и вышивать. Родилась она в деревне Эмеково Волжского района Республики Марий Эл. После окончания Эмековской начальной школы она продолжила свое образование в школе-интернате номер 1 для одаренных детей. В Йошкар-Оле сейчас называется Национальная гимназия искусств колледжа. Да, героиня моего сегодняшнего видео в рубрике «Талантливые люди Республики Марий Эл» наша марийская красавица с огненными волосами, излучающая свет, тепло и радость Евгения Кошкина. И я автор видео, на канале, который вы находитесь, Эльвира из Америки. Смотря на вязаные работы Евгении Кошкиной, сразу можно обратить внимание на связанные узоры в марийском стиле. И когда я спросила, почему именно в марийском стиле, откуда эта идея, она ответила, что ей было обидно, что одежду в марийском стиле одевают больше на праздники, ежели в повседневной жизни. И ей захотелось перевести марийскую вышивку на вязаную одежду. Безусловно, уже не единожды она демонстрировала свои работы на разных конкурсах, на разных показах мод, не только в России, но и за рубежом. Например, в Италии, где она стала обладателем 3-го приза. И ее работа теперь есть в фонде Академии Ричи дизайна и искусств во Флоренции. Когда Евгения устает от вязания или вышивки, она меняет свое творчество и начинает изготавливать украшения. А началось все с того, что изначально ей хотелось украсить себя. Но когда другие девушки увидели ее украшения и появился спрос, то начала изготавливать и для других. Украшения у нее рождаются сами, со своим характером и обликом. Предварительных рисунков и эскизов украшений не рисую, а как это получается, для меня самой это остается загадкой, говорит Евгения. Так, в Польше в онлайн-конкурсе она стала лауреатом в номинации «Дизайнер украшений» как мастер по изготовлению украшений в марийском стиле. И вошла в книгу «Лица России 21 века».
Она бережно хранит все дипломы, сертификаты, призы, которые она получила заслуженно за все свои работы. Женя проводит мастер-классы по вязанию и не только, обучая своему мастерству школьников и всех желающих. А это вы видите ковровую вышивку, которая вышивается специальной иглой. И эта работа также принадлежит Евгении Кошкиной. Евгения также частый гость не только Марийского радио и телевидения, но и других телерадиокомпаний. Многие газеты также брали интервью о ее жизни и творчестве. Как и любая женщина, у Евгении тоже есть свое желание, своя мечта. Она хочет иметь свою мастерскую, купить оборудование для изготовления украшений и возродить искусство женщин-литейщиц. Женя в этом тоже мастерица. Вот такое сокровище марийского народа живет в поселке Приволжский Волжского района Республики Марий-Эл. Я искренне желаю Евгении здоровья, успехов, исполнения всех желаний и благодарю ее за все предоставленные фото и видеоматериалы. Марий-Эл Республикан ик эн уста мотор пашам юратышы лыжгада ныжылге Евгения Кошкина дене тачите вашлиен улыда. Подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался, распространяйте мое видео, нажимайте на знак с большим пальчиком, потому что вам понравилось мое видео, и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Ky eša majan YouTube kanalashke vozaltën ogël, vozaltësa videom шараза, ишанем тыланда majan video келшен, тидлан кугу парня палым темдалаш ида мондо. Тажа да пиалан Лиза, тендан дене лиен Эльвира Америка гыч.